Вот уже более 10 лет Борис Харсеев с полной ответственностью и знанием своего дела трудится во благо ингушского народа в научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. В середине 2009 года на должность заведующего отделом этнологии его пригласил профессор и в то время директор института Ибрагим Дахкильгов. Основная деятельность этнографов направлена на изучение истории ингушского и других народов Кавказа. В начале пути была разработана программа, благодаря которой сотрудниками отдела был проделан огромный фронт работ. В рамках этой программы, как вы видите, вот можете посмотреть, была написана работа «Этногенез ингушей и Циркумкавказская провинция». В рамках этой работы были написаны такие труды, как «Обычаи семьи и семейного быта горцев Северного Кавказа». Почему? Потому что мы не можем рассматривать многие процессы исторические, и этногенетические, и этнические. Также буквально в прошлом году в научно-исследовательском институте был создан новый отдел социально-политических исследований. Его предназначение – это работа в направлении наиболее актуальных проблем, событий и фактов в жизни нашего общества. Мы занимаемся исследованиями в области социально-политических, всех тех изменений, которые происходят в нашей республике. И практически, кроме того, что наш отдел выполняет плановую работу, мы еще и точно работаем по тем проблемам, которые нам руководство выдвигает. Ингушский государственный исследовательский институт был основан в декабре 1926 года в Владикавказе. С этого времени появляются и первые научные труды по истории, филологии и культуре ингушского народа. Через 4 года, в 1930-м, институт возглавил автор ингушского алфавита, основатель первой национальной газеты «Сердало» Заурбек Мальсагов. А еще через 4 года, после объединения Ингушетии и Чечни в единую автономную область, институт перенесли в Грозный. Дальше депортация. 13 лет в ссылке заморозили научное развития Ингушетии, но по возвращению домой научная интеллигенция начала плодотворно и непрерывно работать во всех направлениях. В том числе был вновь воссоздан научно-исследовательский институт, а с 2001 года НИИ носит имя выдающегося ученого Чаха Ахриева. Первому ингушскому образованному с высшим образованием ингуш, первый ученый. Действительно, он, если бы сейчас не было трудов Ахриева, я не знаю сейчас, на чем бы строились все вот эти историко-фольклоры, этнографические наши материалы. До сих пор наследие Ахриева еще не исследовано. Развитие науки в Ингушетии идет в ногу со временем, и об этом говорят работы научных деятелей. За эти годы сделано многое, отмечает директор НИИ. Вспомнить все издания, конечно, невозможно, но то, что они имеют сегодня, спустя 24 года, огромное достижение. Вышли в свет, были опубликованы такие базовые для ингушской гуманитарной науки труды, как «История Ингушетии», работа «Коллективная монография», очень значимая работа, первая писанная история ингушского народа. Над подготовкой данного издания трудились как сотрудники нашего научно-исследовательского института, так и сотрудники Ингушского госуниверситета. Разработка комплекса вопросов по социально-культурному и историческому развитию нашего региона – это основная цель создания научно-исследовательского института гуманитарных наук. Сегодня он состоит из 5 подразделений. Только за текущий год сотрудниками института издано более 150 научных статей, а за последние 5 лет – 61 книга. Сегодня у нас завершается работа в рамках проекта «Современный ингушский язык». Мы сегодня готовим к изданию 3-й том этого проекта «Морфемика и словообразование ингушского языка». Готовится к изданию 1-й том двухтомника «Истории ингушской литературы» на русском языке. Уже издается эта работа. И готовится у нас к изданию также сборник документов по истории Ингушетии 19-20 века. Сегодня научно-исследовательский институт имени Чаха Ахриева празднует свой 93-й день рождения. В связи с этим сотрудники спешат поздравить своих коллег по работе. Я желаю своим коллегам, как и сейчас, работать на благо развития науки. Единственное, ради чего стоит работать, это, конечно, ради науки, ради народа. Мне бы хотелось также поздравить наших коллег с днем рождения института, пожелать им больших творческих научных достижений, пожелать им всего самого хорошего. Мне бы хотелось поздравить с этим днем коллектив института, поблагодарить их за столь плодотворное и результативное сотрудничество и пожелать в первую очередь здоровья,
творческого роста, творческих успехов. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.